Хотелось бы пожелать в первую очередь, чтобы наш лидер Киргизстана Атамбаев как можно скорее вышел из застенков. Я сейчас употребляю слово такое очень жесткое, но это застенки. Это застенки, которые вот такой вот, опять-таки не буду сейчас сильно нажимать на слова, но это вот свойственно какому-то вот такому, то, что было отношению к политикам, на концлагерь похоже на какой-то. Я не знаю, но вот это вот доводить до такого состояния лидера страны, при всем, что международная общественность требует, просит о том, чтобы соблюдался и закон, и соблюдалось уважение, отношение к лидеру страны, этого не происходит. Конечно, это вызывает возмущение. У меня лично вызывает возмущение. Но, как вы правильно говорите, отольются слезки эти. Не будет у этих людей, которые издеваются сейчас над бывшим президентом Киргизии, издеваются просто-напросто, издеваются над ним, над его семьей. Поэтому в первую очередь хотелось бы пожелать вам и здоровья, и семейного в этом плане удовлетворения, чтобы семья воссоединилась, чтобы вы были вместе. Экс-президент страны или президент, для меня он все равно президент киргизов, вот как бы мы это ни говорили, вот, он находится не просто под следствием, а отбывает наказание совершенно незаслуженное, которое ему назначили его бывшие соратники. Потрясающая совершенно ситуация. Друга мы не продадим. Как многие считают, что вот раз вот там одно сказал, а завтра он сделал другое и продаст. Нет. Этого не будет между нами. Никого мы не продадим, никого мы не сдадим, ни в угоду, ничего.